Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в очередной раз проходит в Канашском районе. Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств, сбору и проверке оперативно значимой информации, поступающей от населения. Сегодня в Напольно-Котякской школе проходят встречи с ребятами. В актовом зале собрались старшеклассники, учителя и ветераны педагогического труда. Сотрудники полиции в очередной раз напомнили ребятам, что ни одно противоправное действие не остается безнаказанным. Поэтому уже с молодости стоит задуматься, что не стоит наводить тень на свою будущую судьбу. Инспектор по делам несовершеннолетних предостерегла ребят от незаконной деятельности и напомнила об уголовной ответственности. Ответственность различается в зависимости от количества наркотика, находящихся в незаконном обороте, в значительном, крупном или особо крупном размерах. Даже если человек просто приобрел наркотик или просто его хранил у себя дома без цели сбыта, он может получить срок до 15 лет лишения свободы. Второе. В практике встречаются случаи незаконного культивирования, то есть выращивания растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. Статья 238. За такие действия предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Третье. Склонение к употреблению наркотических средств. Статья 238. Гражданину достаточно просто предложить другому попробовать наркотик, и он уже может быть субъектом преступления. Наказание до 15 лет лишения свободы. Четвертое. Отдельный состав преступления образуют организации и содержание притонов для потребления наркотических средств, в том числе путем предоставления помещений для этих лиц. И так далее. Статья 238 УК РФ. Это наказание до 7 лет лишения свободы. В беседе с ребятами приняла участие сотрудник администрации района Алина Павлова. Курирует работу с молодежью. И как никто знает, что увлеченный спортом, творчеством или общественной работой молодой человек не станет тратить свое время на вредные привычки. Педагог-психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения при управлении образования раздала ребятам информационные буклеты. Запрещенные вещества – это такая вещь, которая, несомненно, тормозит развитие человека, и их употребление в любом случае отразится на будущем человека. Употребление таких плохих веществ можно объяснить тем, что у людей нет смысла жизни. А смысл жизни можно найти в любом занятии. Например, в моем случае смысл жизни можно найти в том, чтобы постоянно заниматься спортом и саморазвиваться, тем самым улучшать свои навыки, улучшать свое тело, делать себя сильным, и в будущем эти навыки тебе очень понадобятся. Я выбрал для себя такой вид спорта, как легкая атлетика. Особенно люблю бег на дальней дистанции. На сегодняшний день Напольно-Котякская школа Канашского района имеет богатую педагогическую биографию. Учителя, конечно же, понимают, что, идя в ногу с новыми технологиями и методиками, не стоит забывать о накопленном опыте старшего поколения. В преддверии 75-летия Победы, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму ветеранов и тружеников тыла, в школе прошло торжественное вручение труженикам тыла юбилейных медалей 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, куда были приглашены Германова Елизавета Алексеевна и Сергеева Татьяна Тарасовна. Елизавета Алексеевна – ветеран педагогического труда. Порядка 40 лет проработала учителем. Сейчас уже ее ученики стали учителями и работают в этой же школе. Труженики тыла попросили ребят не иметь вредных привычек и взращивать в себе только положительные качества человека с большой буквы. Напольно-Котякская школа Канашского района – это средняя школа. Средняя школа она стала с 1991 года. В 1991 году мы выпустили первый выпуск. А школе самой в этом году, в 2019 году исполнилось 135 лет. Наша школа имеет очень большую историю. На сегодняшний день в школе обучается 83 человека. Все ученики школы – это учащиеся деревни Напольные Котяйки, село Очак-Косы и деревни Новые Очаксы. Со станции «Разъезд» приходит к нам в школу 2 ученика. Ежегодная акция «Сообщи, где торгуют смертью» тоже проходит в нашей школе. В рамках этой акции с ребятами проводятся различные мероприятия, беседы, какие-то просматриваются фильмы. И таких вот
случаев, чтобы были у нас какие-то распространения каких-то запрещенных веществ или использование каких-то запрещенных веществ. Таких случаев ни в школе, ни среди населения молодежи нашей деревни пока замечено не было. На классном же часу школьники 10 класса поучаствовали в беседе на тему «да» или «нет». В любом возрасте человек стоит перед выбором сказать «да» или же ответить «нет». Валентина Георгиевна – учитель географии и соцпедагог Байгильдинской школы. Поэтому беседа с новым преподавателем проходит особенно интересно и свежо. На классном часу нам рассказывают о том, что существуют вредные вещества, то, что их нельзя употреблять. Для этого у нас проводятся в каждом классе классные часы. И разговариваем, общаемся, дискуссируем с учителями, с одноклассниками и во время уроков тоже. Я вхожу в число волонтеров Канашского района. Мы проводим среди детей младших классов мероприятия, посвященные таким здоровому образу жизни. Говорим, что нельзя такие вещества вообще трогать и разговаривать о них. Ученики с интересом просмотрели видеоматериалы о вреде вредных привычек. Но, оказывается, нет, это неплохое слово. Это равнозначно хорошее. Человек, который умеет говорить «нет», он умеет говорить «да» хорошему. Сегодня среди учащихся среднего звена также проходит открытый урок. В игровой форме дети особенно увлеченно слушают учителя и выполняют его задания. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» ежегодно в Канашском районе проходит в тандеме со всеми субъектами профилактики. Ежегодно по указанию МВД России в 2 этапа проводится общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Первый этап акции проводится с 16 по 27 марта. Сотрудники полиции совместно с представителями Канашской районной администрации проводят встречи с учащимися в общеобразовательных школах, рейдовые мероприятия по выявлению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. На сегодняшний день распространение наркотиков остается острой проблемой. Наиболее совершаемыми являются преступления такие, как сбыт, хранение, перевозка. Это статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. За подобные преступления можно получить до 15 лет лишения свободы. Не стоит забывать и об административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Например, потребление несовершеннолетними наркотических средств без назначения врача влечет наложение административного штрафа на родителей в размере от 300 до 500 рублей. Кроме этого, постановка на учет у врача-нарколога и в подразделение по делам несовершеннолетних. Потребление наркотиков наносит непоправимый вред здоровью и толкает на совершение других преступлений. Характер человека зависит от многих факторов – наследственности, воспитания, окружающего общества. Для того, чтобы ребенок в будущем стал полноценным членом общества, необходимо уделять ему время и демонстрировать собственный положительный опыт. В этом отношении волонтерское движение Канашского района на передовой. Ни одно мероприятие не обходится без инициативной молодежи и их наставников. В эти предпраздничные дни ребята с удовольствием посещают ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, хотят быть им полезным. Слушают уникальные история про военные и послевоенные годы, про тяжелую, но незабываемую молодость. В общеобразовательных учреждениях Канашского района созданы и работают добровольческие волонтерские команды здоровья. В общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия антинаркотической направленности. Это и беседы, классные часы, также родительские собрания, которые проходят совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» является не только эффективной мерой по выявлению лиц, так или иначе связанных с употреблением или сбытом незаконных веществ, но и, как мы сегодня видим, очередной точкой соприкосновения современности и исторического опыта старшего поколения. И каждый выбирает сам, кем ему быть и когда говорить «нет».